Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас хочу сердечно поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Мои хорошие, ваш посыл для меня очень важен и нужен. Обратная связь — это то, что окрыляет, это то, что дает возможность продолжать для вас стараться работать и понимать, что работа моя вам нужна. Огромное вам спасибо, земной вам поклон. Давайте сегодня рассмотрим такую тему. Весна. Самые важные и яркие события этой весны. Что произойдет с вами, что произойдет в жизни, как весна вас порадует. Загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, какие самые важные и яркие моменты мне по судьбе этой весной. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы так страстно желаем узнать. Так, кто видит, тот видит. Вот смотрите, самый яркий момент этой весны — это, конечно же, любовь идет. Любовь, прекрасная любовь. Здесь, знаете, как отыграется? Здесь человек наконец-таки дождался. Либо вы наконец-таки дождались этого момента счастья, когда вы можете объединиться со своим любимым человеком, а кто-то наконец-таки дождался встречи с тем самым единственным, либо единственной, с кем у вас будет и любовь, и счастье, и семья. Вот прям центр, видите, чаша любви. Вот она, женщина красивая, вот он, мужчина. Причем от мужчины идет мост. По этому мосту либо мужчина к вам будет ехать откуда-то издалека, да, доберется до вас таки, либо этот мужчина откуда-то с дороги к вам идет. То есть через мост переходит, как барьер переходит. Значит, мои хорошие, у кого из женщин уже есть мужчина, и этот мужчина повел себя очень некрасиво, потому что здесь все-таки стоит человечек такой, как пиявочка, да, пиявочка, причем пиявочка такая гулящая, да, гулящая, пьющая, гулящая. Кто-то из девушек столкнулся с тем, что мужчина подженился где-то там на стороне, кто-то живет и терпит, а кто-то столкнулся с агрессором, причем достаточно таким ярым агрессором. Мои хорошие, вам идет спаситель. Вот этот джентльмен, который появится в вашей жизни, он как воин света, очень светлый, позитивный человек, добрый, человечный. Это как вы, только в мужском обличии. Либо, если смотрит меня мужчина, это как вы, только в женском обличии. Вы этого человечка сразу узнаете, прямо издалека почувствуете. В день вашей встречи, либо вашего знакомства у вас сердце из груди будет выпрыгивать. Вы будете ощущать этот момент, что сейчас произойдет чудо. Сегодня что-то невероятное случится. Случится ситуация, которая поменяет мою жизнь. И так оно и произойдет. Вы сами себя не поймете, да, вот это ощущение, да, вот он, этот человек. Вы его издалека, например, там, со спины увидите, и сердце уже вам подскажет, что это именно ваш человек, ваша судьбинушка, ваша половиночка. Здесь замечательное предсказание, очень теплое, очень нежное такое, знаете, вот прям действительно весеннее идет. И даже если мы посмотрим венец, я немножечко просто перескочу, вы видите здесь сердце. Один человек, второй человек, а между ними огромное сердце. Понимаете? Это счастье, это, конечно, безумная радость. Значит, девочки, у кого мужчина гулящий, пьющий и дерущийся, у этого мужчины будет большая неприятность, очень большая. Это может быть как больничка, больничкой пахнет. Может быть даже какая-то, я, конечно, не хочу каркать, да, но вот какая-то ситуация, которая приведет к больничке у него. Выпадает ему больничка. И именно в этой больничке
с мужчиной произойдет метаморфоза. Вот он поймет, вот переоценка ценностей, поймет, что был неправ, поймет, что был, извините, скотиной. Все это он поймет. И он очень сильно к вам потянется. Просто вот за подол вас схватит ваши юбки и не будет отпускать. Знаете, прям как вот действительно пиявка, вот прям как присосался. А вы в этот момент вот прям и поймете, что а не нужен ты мне, вот вообще не нужен. Я к тебе совершенно ничего не чувствую, не хочу и не буду. Знаете как, ну тут ему, конечно, это в наказание идет. В наказание. Когда вы его любили, когда вы ему душу, сердце отдавали, он нос воротил. Такая, знаете, фифа была. Вот это не хочу, вот это не нравится, это то, все. А когда он вас потеряет, вот тогда его и накроет любовь. Причем любовь такая глубокая, сильная и даже где-то жертвенная. То есть этот человек сам себя накажет. И это наказание, ну, девчонки, это самое страшное наказание для человека. Жертвенная любовь. Когда ты о себе уже не думаешь, только думаешь о своем любимом, возлюбленном человеке. Вот и его это ждет. Если он с другой женщиной находится, либо там, ну, по бабам бегал, да, да у него отвращение пойдет и от этой женщины, и от тех всех других. Вот такая идет ситуация. То есть это и смешно, и трагично. Но вы, моя милая, вы об этом думать не будете, потому что у вас на пороге новая любовь. Вы полностью туда переключитесь и сфокусируетесь на нового человечка. Так что здесь просто такое, ну, я не знаю, тут я аплодирую высшим силам, вот как они этого вашего угнетателя накажут. Вроде ничего плохого ему не сделают, но поверьте, вот эта любовная тоска, душевный надрыв, но он хуже всего. Когда человек просто теряет смысл, теряет вкус к жизни, его ничего не радует. Ни тот же алкоголь, которым он там заливался, ни те же женщины, которыми он увлекался. Просто становится к ним равнодушным. И остается одиноким. Одиноким, да, сидеть там, оплакивать то, что было, и тосковать по вам. Ну, такая его судьба ждет. Так что, если вы сейчас переживаете за него, даже надеетесь, что вдруг он там вернется, нет. У вас все это как рукой снимет. У вас, знаете, какой месяц идет? Конец апреля. Конец апреля – это ваше время. Время для счастья, время для радуги и время для того, чтобы стать абсолютно самодостаточной, счастливой, любящей и любимой женщиной. Так, давайте дальше пойдем. И мне очень нравится вот эта картинка. Здесь два упрямца, мужчина и женщина, которые давно уже в семье, в браке, которые, ну, очень много вместе прожили, пережили, да, вот всякие события были хорошие и не очень, то есть все было. И вот они по какой-то причине вдруг надумали ругаться, ссориться, обижаться, а кто-то даже думает о разводе, да, вот они такие набычились, отвернулись друг от друга и сидят. Значит, мои хорошие, вас судьба не отпустит. Вы с друг другом связаны, причем связаны намертво. Вам жизнь идти вместе, жизненный путь. По раздельности вы просто не сможете. И как бы сильно вы друг от друга там не отталкивались, вы как магнит назад будете намагничиваться. Вы знаете, я вижу, что вы еще попадаетесь. Но тут у меня, знаете, как идет? Здесь вот мужчина пойдет на какие-то действия достаточно яркие, достаточно какие-то вот прям, знаете, ну действительно мужские поступки. И женщина оттает. Потому что очень долго ждала от своего мужчины таких действий. Он вас будет, ну не то чтобы там на подарки покупать, а на действительно поступки не мальчика, но мужа. Он у вас как мальчик был всю эту долгую жизнь, да, эти долгие годы совместные, как мальчишка, да, то туда, то сюда, такой шалопай. Вы его там растили, воспитывали, кормили, ухаживали за ним. И тут я понимаю, что вы разобиделись. Вам хочется вот дельфинчика, романтики вам хочется. А у вас, кстати, еще мужчина какой-то появится. Вот смотрите, видите, мужчина вам дельфинчика показывает, да, рыбку показывает. Ну, как, знаете, ухаживать за вами будет. А этот ваш муж, господи, как же он испугается, как же он, ну, он просто может в один момент прям посидеть, если уже у него нет седин. Вот мужчина будет, конечно, тут, у него из-под ног, как пламя будет идти, да, будет очень стараться. И знаете, мои хорошие, вы войдете в новый виток.
новый виток в новую жизнь, там, где не будет этих обид, там, где, вот знаете, как вы мечтали, женщина — украшение, да, жизни мужчины, а мужчина — настоящий герой, добытчик, стена, там, помощник и настоящий муж. Вы идете именно в этом направлении. Нет, вы не разойдетесь. Вы не разойдетесь. Судьба вас не отпустит друг от друга. Дальше, мои хорошие. Вот здесь у меня девушка, у которой над головой огромный меч. И она его держит, да, но держит в позе победителя. Девушке удастся справиться с какими-то очень сложными проблемами в жизни. Это могут быть, в принципе, да, проблемы, связанные вот с чем угодно. С материальным, с личным, там, со своей реализацией, с теми, кто вам мешает, либо кто над вами давлеет. Вы справитесь, вы победите. Вот этим огромным мечом вы рассечете все вот эти узлы, которые вам там, камни, узлы, барьеры, которые вам наставили, настроили. Мало того, я вижу, что у девушки отыграется как новая жизнь. Это может быть указание на беременность, а может указание на какое-то новое дело, на какое-то новое начинание. Причем начинание вы будете собственноручно, вот так аккуратненько, да, выращивать, ухаживать. Ну, как цветочек, да, вы посадили зернышко, вы за ним ухаживали, там, поливали, опрыскивали, там, создавали ему определенные условия. И зернышко начинает прорастать. Вам на радость и на, знаете, как на мотивацию. То есть чем больше это зернышко будет прорастать, там стебелечек или лепесточек, тем больше вы будете бережнее относиться и больше будете ухаживать. Здесь суждено вам вырастить какое-то новое дело. Либо, ну, если забеременеет девушка, да, вам суждено и выносить, и родить, и воспитать этого ребеночка. Ребеночек будет залюбленный, а дело будет очень успешным. Так что, мои хорошие, все впереди, все замечательно. Вот здесь есть предсказания для женщин, у которых детки больные. Это всегда очень грустно, но так иногда бывает. Вот здесь женщина, ну, ребеночка своего просто вымолит. Вот как раз-таки весной ребеночку станет лучше, он пойдет на выздоровление, появится какая-то надежда. Может быть, это и не будет стопроцентное излечение, но, по крайней мере, будет надежда, и ребеночек будет чувствовать себя лучше. Значит, мои хорошие, все, что вы делаете правильно. О чем хочу попросить, чтобы вы не отчаивались. Не отчаивайтесь. Это самое худшее. И не ищите виновных в этой ситуации. Их нет. Нет виновных. Ваш ребеночек, он принял на себя вот эту черную родовую линию. Он, как идет спаситель, и искупает собой, очищает, да, вернее, собой вот эту грязь родовую. Его душа сама вызвалась на это дело. Это очень почетная миссия. Не каждая душа на это пойдет. Это страшно, очень страшно. И души тоже боятся. Но душа вашего ребенка настолько сильная, волевая и мощная, а вы ведь это видите. Вы ведь это видите. Все правильно вы понимаете. Ваш ребеночек чистит эту родовую грязь. И если бы не он, то неизвестно, что бы было с вашими родственниками, с вами, да и вообще, в принципе, да, что бы было с вашим родом. И этот герой, ребеночек — это герой, да, вот правильно сказала, герой, этот ребенок герой. Вот так к нему относитесь. Конечно, он нуждается в вас. И, конечно, ваши молитвы дают ему сил и энергии продолжать то дело, для которого он пришел. Я вижу, что вам перспектива идет хорошая. По крайней мере, этой весной вы поймете, что есть помощь, вас не оставляют, что есть надежда. И сердце ваше материнское возрадуется. То же самое может касаться, например, если родственники у вас болеют, либо вы в каком-то не очень приятном состоянии. Весной будет оказана помощь. Помощь очень сильная. Здесь и энергия сильно идет на выздоровление, и люди вам будут встречаться, такие вот просветленные, да, люди знающие, умеющие, опытные. То есть помощь вам идет. Так, по левой стороне. По левой стороне мне вот тут персонаж такой с хвостом, он мне не нравится. Хвостатый человек. Это может быть мужчина не свободный, а может быть и человек, который козни строит, да? Такой вот одержимый бесовскими идеями.
Как бы там ни было, кем бы он вам там ни приходился, этот человечек, мужчина, женщина, неважно. Важно, что человек будет врать. И врать он будет просто, я не знаю, каждым словом. То есть только ложь идет. И знаете, мои хорошие, у вас будет соблазн. Вот этот человек, он настолько вот как искуситель идет, да, чтобы там соблазнить, что-то свое сделать. Здесь, ну, действительно может отыграться как мужчина-соблазнитель, либо как женщина-соблазнительница. Либо отыграться, что человек вам будет пытаться вот что-то, ну, навязать, да, то есть предлагать и говорить: вот, я там знаю, вложи сюда деньги, ты получишь там сверхприбыль, да, и прочее, прочее, прочее. То есть втянуть вас в какую-то неприятность, в аферу, да, по-другому тут и не скажешь. Значит, про этого человека вам будет либо видение, либо сон, либо человечек вам, да, вот случайно скажет: ой, не верь, это лукавый, это человек-мошенник, обманник. Вот так вам и скажут. Поэтому, мои хорошие, вот прям как бы сладко вам человек не лил в уши, всегда понимайте, что правда, она не бывает такой сладкой и вкусной. Вот в принципе не бывает. Правда, она всегда такая, знаете, грубая. Грубая, прямая, без там лишней мишуры. А вот эти сладкие речи, которые вам будут говорить, ну тут явно, вот прям оно, даже может желание поверить есть, а вот интуиция тоже будет подсказывать, что-то тут не так, что-то тут не то. Но вам придется с этим человечком столкнуться, и вы с ним столкнетесь. Но дальше будет зависеть от вас, как вы либо обойдете этого человека, либо об этого человека шишку набьете. Но как бы ни случилось, ни произошло, вам просто это по судьбе, и вам нужен этот урок. Нужен, вы должны его пройти для дальнейшего опыта, для развития вашей души. Значит, есть лукавый, есть, и, к сожалению, прямо на вашем пути выходит этот человек. Дальше, мои хорошие, из негативного. Здесь могут быть травмы. Травмы могут быть, причем вот ножки страдают, падение, либо вывихи, не дай бог. Поэтому вам идет предостережение смотреть под ноги. И когда вы выходите из дома, фокусироваться на своей дороге, на своем пути. Не где-то там в мечтах и в мыслях, там в планах быть, а именно фокус, где иду, куда иду, что вокруг меня происходит, чтобы вы четко понимали. И еще по поводу негатива тоже добавлю, но это как предупреждения вам идут. Предупреждения. Не совершайте каких-то резких маневров и не совершайте резких, ну я не знаю, там, спонтанных, да, там, поездок, переездов, покупок, особенно дорогих, не совершайте. Старайтесь перед каждым действием хотя бы дать себе немножко времени на подумать, нужно ли мне это, стоит ли мне это сейчас делать. Если трудно вам так фокусироваться, просто берите на бумажечку, выписывайте все за и против. Либо возьмите себе за правило совершать, либо делать выводы, либо принимать решения, прожив какой-то определенный период времени. То есть сегодня вы думаете о ситуации, покупать, не покупать, хочется купить. Окей, я день подожду, сутки пусть пройдут, я там посплю, отдохну, мозг мой отдохнет, а на следующий день я уже точно для себя решу. То есть здесь не нужно вот суеты и спешки, особенно все, что касается резких перемен в жизни, ну и тем более серьезных капиталовложений. Вот это вам идут такие предупреждения именно на весну. Еще очень важный момент, хочу сказать, у кого-то дом появляется новый. Новый дом, новое жилище, новая крыша. Здесь, знаете, как-то от мужчины идет. Ну вот смотрите, да, это пара у меня. Женщина какая-то недовольная, она этому мужчине уже не верит. Слишком, может быть, он там часто приукрашивал, либо часто ее там подводил. Она ему просто не верит, она такая стоит, руки в боки, думает: ага, ну давай посмотрим, на что ты способен. А мужчина прям вот весь ужиком вьется, и вот смотрите, домик делает. И он эту женщину в этот домик перевозит. У кого-то девочки отыграются, что будет переезд в новое жилище, либо у кого-то отыграется, что будет покупка. Покупка, но идет именно инициатива от мужчины. Мужчина это делает ради своей женщины, ради того, чтобы там оправдаться, чтобы она его там простила, ну и не дай бог, конечно же, не бросила. Потому что у женщины очень решительное настроение. Женщина устала жить там обещаниями и завтраками, которые никогда не исполняются. Здесь мужчина понимает, что это последний шанс. Либо я делаю, либо все.
одиночество, вечное одиночество, потеря семьи, потеря любимой женщины. Поэтому, девчонки, вот кого-то прям сюрприз ждет. Ваш, скажем так, нерадивый муженек в один момент переоденется, да, вот прям приукрасится, постарается блеснуть перед вами. Так что кто думал, кто надеялся, кто ждал, вот весной ваша мечта исполнится. Мечта. Кстати, про мечту вот тоже хотела вам сказать. Здесь мечта. Мечта, но такая, знаете, не самая-самая сокровенная, а вот что-то более приземленное, связано с материальным, с деньгами, либо с имуществом, либо с какими-то, ну, вот такими бытовыми вещами, да. Мечта у кого-то исполнится. То есть человек долго к этому шел, стремился, добивался, всегда ему было там нет, нет, нет. И тут на тебе, кстати, неожиданно произойдет. Вы вот не ждете, а оно раз и к двери к вам постучит. Вы открываете, на пороге ваша мечта. Говорит, ну здравствуй, давно ждешь, я пришла. Да, вот такая ситуация произойдет. Прям как чудо какое-то произойдет. Причем на ровном месте, без каких-либо ваших усилий. Если раньше вы там действительно пыхтели, старались, чего-то там делали и не получалось, а тут само вас найдет это исполнение. Вот так, мои хорошие. Так, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.